В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер». 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест о принятии Крыма в состав Российской империи. В 2018 году Госдума России приняла закон, которым дату 19 апреля утвердили как памятную в России. В пояснительной записке к законопроекту тогда отмечалось, что российский так называемый референдум в Крыму весной 2014 года стал, цитирую, логическим продолжением истории российского Крыма. Чем примечательна дата 19 апреля 1783 года, что она означала в частности для крымско-татарского народа и почему дату торжественно отмечают в Крыму после начала аннексии полуострова России. Поговорим в эфире радио Крым Реалии. В студии Елена Римовская. Здравствуйте. Тема дня. Я напомню, что с понедельника по пятницу мы работаем в прямом эфире с 8 до 9 утра и с 18 до 19:00. В эти промежутки времени у вас есть возможность звонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 2905 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, у нас есть прямая трансляция нашего эфира на YouTube-канале Крым Реалии. Вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии, если будут они по теме, обязательно будем их цитировать. Итак, в аннексированном Крыму сегодня отметили день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Официально эта памятная дата появилась в Крыму в 2018 году, когда Госдума России приняла соответствующий закон. 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест о принятии Крыма в состав Российской империи. И в пояснительной записке к проекту закона в 2018 году говорилось о том, что, далее процитирую, Крым до принятия манифеста имел давние исторические связи с Россией, являлся колыбелью русского православия. Принятие в 1783 году Крыма под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдающих от войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России. Конец цитаты. К этой пояснительной записке я, наверное, буду на протяжении эфира возвращаться сегодня, потому что из этого документа можно сделать выводы, да, как Россия поясняет то, что произошло тогда. Что из этого правда, обсудим далее. Прежде о том, как отметили 19 апреля 2021 года в Крыму. Подконтрольные России чиновники Крыма в понедельник возложили цветы к памятнику Екатерине II и Долгоруковскому обелиску в Симферополе. Вот что сказал по случаю даты спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов. Россия превратилась из северной страны Российской империи, она превратилась уже в страну, в которой есть и юг, солнце, так сказать, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому присоединение Крыма еще дало толчок развитию полуострова. Сюда пошли большие инвестиции, началось строительство дорог, городов, поселков, обустройство всего полуострова в том виде, в котором оно представлялось тогдашней власти. И, конечно, многие памятники мы до сих пор чтим, и они являются нашей достопримечательностью. И все это вместе есть начало нашей уже российской крымской истории. Выступил с заявлением по поводу этой даты подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что в 1783 году древняя Таврида возродилась и расцвела, стала родным домом для многих народов. Это цитата. По словам Аксенова, день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи является напоминанием о неразрывной связи Крыма с Россией. Конец цитаты. Итак, вопрос к вам, наши дорогие слушатели. Знаете ли вы что-либо о дате 19 апреля 1783 года? Если да, то что? Как оцениваете то, как эту дату преподносят нынешние крымские власти? И еще один вопрос непосредственно к жителям, нашим слушателям в Симферополе. Недавно прозвучало предложение переименовать улицу Карла Маркса в Симферополе на Екатерининскую. Интересно ваше мнение. Как считаете, стоит ли такое делать? 8 800 10 06 926, бесплатно
бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Я, конечно, готовилась к нашему эфиру. Сегодня читала предысторию, исторический контекст того, что происходило, но не рискну в эту предысторию озвучивать своими словами. О том, в каких условиях появился манифест Екатерины II, о значении этих событий для Крыма, мы поговорим с нашим коллегой, крымским историком Сергеем Громенко. Он с нами на прямой скайп-связи. Сергей, приветствую тебя в нашем эфире. Привет, привет, Лена, и добрый вечер всем слушателям и зрителям. Смотри, в 1774 году Российско-Османские империи подписали мирный договор, который, в частности, провозгласил независимость, да, Крымского ханства как от Османской империи, так и от России. Но не прошло и 10 лет, как в 1783 году Екатерина II по факту аннексировала Крым, присоединив его к Российской империи. Что произошло и почему это произошло? Ну, конечно, начнем с того, что давняя идея о том, что хорошо бы Крым у турок отобрать, она зародилась еще до этой войны русско-турецкой. Она была известна и в 60-е годы, но проблема заключалась в том, что российские власти почему-то думали, что крымские татары это просто какие-то такие вот проводники турецкого влияния. Что это какие-то такие местные турки, и вот если их оторвать от матушки Турции, то значит они сразу возьмут и сделаются лояльными и покладистыми. А по факту получилось, что крымские татары совершенно не собирались проводить никакой пророссийской политики, даже освободившись от османского верховенства. И поэтому они стабильно выбирали себе антироссийских ханов, а когда Российская империя с помощью штыков водворила своего ставленника, последнего и, в общем-то, первого в таком контексте крымского хана Шагина-Герая, оказалось, что они против него подняли восстание и фактически изгнали его. И в конечном итоге в Петербурге пришли к совершенно единственному однозначному выводу, что никакого пророссийского крымско-татарского Крыма быть не может. Даже если они там поставят Шагина-Герая в третий раз, все равно рано или поздно его сбросят и придется ставить его в четвертый, или придется изобретать какого-нибудь другого пророссийского крымского хана. Ну, в конце концов, это не приведет к тому, чего они хотят. Поэтому в конечном итоге и было принято решение присоединить Крым напрямую и управлять им из Петрограда, из Петербурга, потому что никакого пророссийского крымско-татарского Крыма не получилось. Вот в этом была главная соль. Сергей, у меня такой вопрос, он возник как раз из-за того, что я почитала пояснительную записку к закону российскому по поводу того, чтобы вот эта памятная дата 19 апреля была утверждена, который в 2018 году был принят. И там, в частности, речь идет вот о чем, что благодаря манифесту, тут я процитирую, жителям новых российских земель, включая крымских татар, были предоставлены равные права с другими подданными Российской империи, ну и там дальше по тексту. У меня вопрос на тот момент, много ли, какой был национальный состав Крымского полуострова и что означало вообще вот то, о чем ты говоришь, да, что не могло быть никакого пророссийского крымско-татарского Крыма? Ну, начнем с того, что на тот момент население Крыма приблизительно 95% было однородным. И эти 95% составляли крымские татары. На южном берегу можно было встретить еще, собственно, турок. И в горах, предгорьях, в традиционных местах проживания крымские караимы и крымчаки. Собственно, другого населения там уже практически не осталось, опять же, в первую очередь благодаря политике самой Российской империи, потому что старожильческое население, греки, армяне, грузины, многие другие народы, слившиеся с ними, смешавшиеся, оставшиеся православными, несмотря на 300 лет исламского Крымского ханства, они все в 1778 году в числе более 33 тысяч были из Крыма выведены. И поэтому, конечно, в Крыму, то есть депортированы, не выведены по тогдашней терминологии, а по нынешней, они были депортированы, и отсюда вот все эти Ялты и Урзуфы в Приазовье. А в Крыму остались, собственно, вот крымские татары и другие небольшие народы на их фоне. Поэтому, конечно, и получалось, что Крым для крымских татар, и откуда там взяться
российской политики как таковой, опертой там на широкие народные массы. Поэтому, да, вот так вот и получилось. Опять-таки, еще один тезис, который активно присутствовал и в пояснительной записке к законопроекту по поводу 19 апреля в России, в аннексированных Крыму, но и также я слышала этот аргумент от российского сенатора из Крыма Сергея Цекова, что, мол, значение Крыма на тот момент было, его сложно переоценить, потому что это вот колыбель русского православия. У меня такой вопрос, а на тот момент чем руководствовалась Екатерина II? Неужели русским православием? Начнем с того, что тезис о русском православии, он, конечно, впервые встречается в переписке Екатерины с Потемкиным, и поэтому в какой-то степени он использовался в 70-е и 80-е годы 18 века для оправдания этой политики. Но надо, конечно, при этом понимать, что это было вот именно как сегодня, после 2014 года, такая дополнительный костыль. Потому что подлинная причина, конечно, была совсем другая, а это была одна из числа тех, которые на скорую руку выдумали. И в конечном итоге вот Российская империя, как православное государство, официально православное государство, не то что там как сегодня, никогда не испытывала никакого такого особенного пиетета к крымским святыням. Потому что мы все знаем, что ходили поклоняться, у кого была такая возможность, в пещеры, то есть в Киев, в пещеры, в Киево-Печерскую лавру, в Святую Софию. Это такой был короткий маршрут. У кого были силы и средства, те шли на средний маршрут в Константинополь и на Афон. Ну и у кого было уж совсем много здоровья, денег, возможностей, кто ничего не боялся, отправлялся в дальний маршрут на Святую Землю в Иерусалим и Вифлеем. В Крым и Херсонес по дороге никто не заходил. Никто в конце 18-го, начале 20 века в православной Российской империи не считал, что из Крыма пришло православие на Русь. И, конечно, это все было, в общем-то, в большей степени политический тезис, чем, собственно, религиозный. До конца 19 века там и святыни, в общем-то, все под землей были. Их только в 90-е годы толком раскопали, чтобы можно было на что-то посмотреть в Херсонесе. Так что это, конечно, политический тезис с реальностью, с религиозной реальностью не связанной. Ну а что касается того, зачем это все было, надо помнить, что с 60-х годов Екатерина проводила так называемый греческий проект, идеей которого было выгнать Османскую империю из Европы полностью, а на освободившихся территориях Балкан образовать, вновь восстановить греческое царство, такую себе новую Византию, посадить туда внука Екатерины Константина, который имел не просто так свое имя, потому что Константином был и основатель того города, который мы знаем как Константинополь. Он перенес туда столицу Рима, и Константином звали последнего византийского императора. То есть такая вот была цепочка. И теперь внук Екатерины должен был стать новым византийским императором. И на основе, на пути к этому восстановлению было такие две промежуточные проблемы. Это проблема Крыма, которые собирались сделать независимым от Турции, сделали, и проблема христианских народов на Дунае, которые должны были стать отдельным царством под руководством Потемкина. Как мы знаем, на Дунае отдельного независимого христианского царства не возникло, а независимый Крым не получился, и поэтому был присоединен к России. Буквально последний такой вопрос к тебе. Эта дата, 19 апреля, формально появилась в жизни крымчан после 2014 года, уже в 2018. Но я вот посмотрела опять-таки в эту пояснительную записку к российскому закону по поводу этой даты. Там авторы пишут о том, что о значении манифеста умалчивалось в советские и украинские периоды Крыма. Это буквально дословная цитата. Тем не менее, тот же памятник в Симферополе, я имею в виду современный, заложили в 2007 году. В 2008 году появился памятник Екатерине II в Севастополе. Да? Насколько вот это первое так называемое присоединение Крыма присутствовало в крымском дискурсе до 2014 года? Я скажу так, что это была одна из сборных точек антиукраинских настроений в Крыму. Потому что открыто, праздновать день присоединения к России и не сожалеть о том, что дескать, плохо, что Крым теперь Украина, а не Россия, было нельзя. И сегодня
ну я даже не знаю, в припадке откровения, наверное, Сергей Аксенов об этом и в Фейсбуке писал у себя, что, дескать, мы все время это украинское помнили, что на самом деле Крым это Россия, и вот собирались в этот день и приходили к месту памятника, вот чтобы напомнить всем крымчанам, что Крым это Россия. Поэтому, конечно, да, присутствовал, пусть, может быть, в меньшей степени. Нельзя сказать, что в 18 году культ начался. В 18 году культ Екатерины и русского вот этого имперского Крыма, он просто дошел до своего логического финала. А так он, конечно, использовался. И то, что Украина ничего не сделала с тем, чтобы с этим культом бороться, и то, что в Украине, в Одессе стоит памятник Екатерине, это, конечно, показывает, насколько все-таки Украина была беззубой, если в отношении русского империализма, если не сказать больше. Спасибо тебе большое. С нами на прямой скайп-связи был крымский историк, наш коллега Сергей Громенко. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии говорим мы о том, что сегодня в Симферополе прошли, ну, я думаю, можно сказать, торжества, да, возложение цветов к памятнику Екатерине II по случаю дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Такая памятная дата появилась в России и распространяется на аннексированный Крым и Севастополь после 2018 года. 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест о принятии Крыма в состав Российской империи. Ну и вот с 2018 года есть такая дата, уже непосредственно она закреплена в российском законодательстве. К нам присоединяется в эфир Гульнара Абдулаева, крымско-татарский историк. Гульнара Ханум, добрый вечер. Добрый вечер. Мне кажется, очень важно действительно рассказать о том, какое значение вот эта дата, 19 апреля 1783 года, имела в крымско-татарской истории. Что эта дата, к чему она в конце концов привела? Ну, здесь я думаю, что стоит начать с такой краткой предыстории, потому что сама оккупация, первая оккупация Крыма, Крымского ханства на тот момент проходила в несколько этапов. И сегодня нельзя сказать точную дату, когда именно и кем в Петербурге, тогда в XVIII веке, было предложено рассмотреть вопрос об оккупации Северного Причерноморья и Крыма. Но поводом к этому послужила война 1768 года между Крымским ханством, Османской империей и Российской империей. Формально она завершилась подписанием Кучук-Кайнаджирского мира в 1774 году. А тогда именно долгий был процесс подписания мира, потому что ни османы, ни крымские татары не понимали, что хочет от них российская сторона, потому что она стремилась якобы, чтобы признали Крым независимым государством, хотя он был всегда в принципе независимым. И вот как раз-таки в 1777 году на ханство был избран последний крымский хан Шайгин-Герай. Тогда российская сторона воспользовалась сменой власти в Бахчисарае, и Потемкин отдает приказание окружить Крымский полуостров русскими кораблями с моря, запереть все порты и силой оружия принудить жителей полуострова, в основном в своем большинстве крымских татар, покориться России. Он свои действия комментирует как прямое указание нового крымского хана, о котором, в принципе, последний даже не подозревал. Все это делалось для того, чтобы народ поддался на провокацию, поднял мятеж против своего хана, и 2 октября 1777 года мятеж был подавлен силой русского оружия. И вот как раз-таки, воспользовавшись мятежом, этим поводом к мятежу, дополнительные войска русских были введены на полуостров, и тогда, по официальным данным, погибло 12 тысяч мирных жителей. И в ходе боевых действий был разрушен полностью Акмеджи, Симферополь, Карасу-Базар, Кефе. И этот планомерный целенаправленный террор, он проходил буквально под патронатом Григория Потемкина. И уже следующий этап, это была ликвидация Крымского ханства и оккупация его земель России. И сохранилась переписка императрицы Екатерины и князя Потемкина, который красноречиво говорит о желаниях и планах этих особ. К примеру, Потемкин, он рисовал картину, какую выгоду идет из этого императрица и вообще Российская империя. И, в принципе, у них были далеко идущие планы, если они покорят Крым, дальше план завоевания Константинополя, воссоздания Византийской империи, то есть проект был греческий проект, но пока крымскому хану на словах, то есть крымский хан мешал, ему на словах предлагали выбрать трон в Персии. Потемкин был так уверен в том, что Шайгин-Герай выберет для себя Персию, но он позволил себе ошибаться, потому что у крымского хана вообще таких планов не было, он строил свои
другие планы о создании независимой Черноморской империи. Но, к сожалению, планы Шагингерая не удались, и, в общем-то, с таким сильным противником, как Российская империя, ему пришлось столкнуться в самое ближайшее время. И уже в 1782 году было принято, что Крым будет оккупирован. И все произошло достаточно быстро. Потемкин приказал, опять-таки, генералу-поручику графу де Бальмену усилить охрану границ Крымского ханства, одновременно стянул на полуостров дополнительные российские войска и уже в начале апреля 1783 года предложил от имени императрицы последнему крымскому хану Шагину-Гераю оставить трон. Ну, на тот момент ни армии, на которую можно было бы опереться, ни возможности что-либо изменить в сложившейся ситуации у хана, к сожалению, не было. Поэтому ему пришлось оставить Бахчисарай. И вот 19 апреля, по другим числам 8 апреля 1783 года во всех городах и крупных населенных пунктах был зачитан вот тот самый манифест о, в кавычках, присоединении Крыма к России. В Петербурге, что самое интересное, так торопились с присоединением новых земель, они не посчитали нужным потребовать от крымского хана официального отречения от трона. Точнее, в Петербурге они вообще не заботились о том, что манифест был принят незаконно. Официального отречения последнего крымского хана Шагина-Герая нет. И вообще в природе не существует. И крымские татары отказывались приносить присягу российской императрице. Но, тем не менее, насильственная оккупация произошла. Вот таким образом. Что касается дальнейшей судьбы крымско-татарского народа после вот этого манифеста, Сергей Громенко перед вами упоминал в нашем эфире, что, ну, можно сказать, что население Крымского полуострова на тот момент на 95% это был крымско-татарский народ. И известно, что вскоре после вот этого манифеста началось переселение крымских татар. Чем это закончилось? Как изменился состав Крымского полуострова? Да, действительно, потому что, во-первых, не смирились с российским засилием, потому что сразу же приехали в Крым новые чиновники и стали полностью всю перестраивать систему. Крымские татары не смирились, и действительно они в большинстве своем, это была первая волна эмигрантов, которые уезжали в Османскую империю в надежде, что они все-таки вернутся. Но дело в том, что даже если бы этой первой волны и не было, в планах у Потемкина уже тогда зрел план переселить часть крымских татар с южного берега, чтобы очистить вот эту территорию, чтобы была возможность свободно строить военный флот. Вот. Действительно, что на тот момент Крым практически обезлюдил, многие стали уезжать, ничего хорошего на тот момент уже не было, потому что готовились к такой известному путешествию Екатерины в Крым, и нужно было можно больше очищать Крым, показать его с лучшей стороны, потому что он был полностью разорен, опять-таки было очень много жертв, потому что, в принципе, люди покидали свою родину из-за того, что начались массовый террор, репрессии, и коснулось это в большинстве своем духовных лиц, потому что обращались к ним, в первую очередь, российские представители, чтобы они пропагандировали, наоборот, какую-то солидарность с Российской империей. Но муллы отказывались, духовные лица отказывались от этого, и поэтому началось в первую очередь репрессии обрушились на них, в вторую очередь уже на народ, на знать. И, конечно же, вот таким образом проходила политика вытеснения коренного народа с Крымского полуострова. Вот. Ну и, конечно же, это оказалось тем, что это было обрушение экономики, то есть полностью Крым буквально за 100 лет он превратился и буквально из цветущего государства в достаточно такую серую зону. В принципе, я думаю, что можно аналогию и сегодня провести. То, что произошло у нас в 2014 году, то, что произошло при первой оккупации. Вполне можно проводить аналогию, потому что на тот момент происходило буквально то же самое, только жертв было гораздо больше, они исчислялись десятками тысяч. Вот вы упомянули, к слову, о поездке Екатерины II в Крым в 1787 году, да, то есть это произошло спустя 4 года после подписания этого манифеста. Когда Екатерина II посетила Крымский полуостров, что она увидела, как прошел этот визит? Это такой, скажем так, последний вопрос, просто действительно интересно, как ее встречали? Остались воспоминания французского посла Сегюра, остались воспоминания австрийских представителей.
в том числе и будущего наследника Австрийской империи, которые сопровождали Екатерину. И благодаря вот им мы имеем представление, что на самом деле происходило в тот момент. Ведь это же был не только Крым, это было Крымское ханство, это было Северное Причерноморье, которое включало в себе земли как Николаевской, Херсонской, Одесской области и Кубани. И вот как раз-таки с Северного Причерноморья, когда началось путешествие, Потемкин прибег к такому, почему-то сейчас очень многие используют потемкинские деревни. И вот эти декорации, которые изначально изготавливались еще на территории материковой современной Украины, да, Северного Причерноморья, они буквально за несколько дней пути исследования Екатерины перемещались отары овец, перемещались люди, перемещались чуть ли там не деревни целые. И поэтому было показано все для того, что за этим красивым фасадом была полная разруха. Но на пути исследования Екатерины должны были быть красивые фасады, когда она торжественно прибыла в Бахчисарай. Для нее специально перестраивали ханский дворец, но, к сожалению, перестроили так, что они буквально убили всю архитектуру, не то чтобы там разграбив до этого ханский дворец, но еще и полностью его перестроив, потому что Екатерина якобы там не проходила по этим лестницам, и нужно было все для нее подготовить. Это был такой, в общем-то, достаточно стратегический план, чтобы показать и местному населению, и соседней Османской империи, что на самом деле происходит, когда приезжает царская особа из Петербурга. Ну и впоследствии, конечно же, это был Севастополь и тому подобное. То есть это было такое триумфальное шествие по Крыму, которое на самом деле пытались всем послам, которые сопровождали Екатерину, показать, насколько народ ее воспринимает, насколько радостный. Но на самом деле этого не удалось произвести впечатление, потому что в принципе, представителей других держав, это были, в принципе, дипломаты, и дипломаты, понятно, подразумевают, что это были еще и шпионы, которые хорошо это все видели и описывали все то, что они видели. То есть для мира это не произвело такое впечатление. То есть это была такая бутафория того, что в Крыму все так хорошо. Поняла, спасибо вам большое. Это была крымско-татарский историк Гульнара Абдуллаева. С нами на прямой связи. Вот такой интересный момент. Она нам рассказала, в частности, о том, что термин этот «потемкинские деревни» появился как раз в связи с поездкой Екатерины II по современному югу Украины и в Крым в 1787 году. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Напомню, что мы отталкиваемся сегодня от того, что в Крыму с 18 года отмечают 19 апреля как день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Это такая памятная дата, которая появилась после голосования Госдумы России за внедрение такого праздника. Возлагали сегодня цветы к памятнику Екатерине II в Симферополе. И можно также упомянуть о том, что почему 19 апреля, потому что в 1783 году императрица Екатерина II подписала манифест о принятии Крыма в состав Российской империи. Перед эфиром мы пообщались с российским историком Борисом Соколовым, спросили его в частности о том, как дата 19 апреля 1783 года представлена в российской историографии сегодня. Как, что ли, в рамках какой-то теории естественных границ, что присоединение Крыма было необходимо Российской империи, чтобы обеспечить судоходство в Черном море, и поэтому это было необходимо. Ну и еще один вопрос, который мы задали Борису Соколову. Мы спросили, приобрели ли события 1783 года какой-то больший вес в российском дискурсе после аннексии Крыма в 2014 году, потому что мы видим, что во всех заявлениях крымских политиков проводятся параллели относительно тех событий и событий 2014 года. Ну и изменилось ли восприятие фигуры самой Екатерины II? По словам Борис Соколов нам сказал, что он не считает, что как-то изменилось отношение к этой дате и к этой личности. Все-таки из таких царей, скажем, XVIII века, мне кажется, более популярен Петр I. Екатерина упоминается как положительный герой, но что она играет такую какую-то давлеющую роль, нет, не замечал. Мне представляется, что это проходная дата, то есть если там, допустим, договор с Турцией, согласно которому Крым
становился независимым. Кучук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года, он, естественно, всюду упоминается, но он действительно завершал русско-турецкую войну и давал определенные территориальные границы. А манифест, конечно, он упоминается 1983 года о присоединении Крыма, но явно ему все-таки меньше внимания. В общем, я не думаю, что много людей вспомнят, что был такой манифест. Это был российский историк Борис Соколов. Мы продолжим после небольшой паузы. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Напомню, что сегодня по случаю даты 19 апреля сказали спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов и подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Константинов сказал о том, что после вот этого манифеста Екатерины II якобы начался расцвет Крыма, а Сергей Аксенов сказал о том, что вот эта дата, 19 апреля, которая в России аннексированном Крыму отмечают с 2018 года, стала напоминанием о, цитирую, неразрывной связи Крыма с Россией. Конец цитаты. Есть еще один момент, о котором стоит упомянуть в рамках нашей сегодняшней программы. Дело в том, что продолжаются разговоры в Симферополе по поводу того, чтобы переименовать улицу Карла Маркса в этом городе на улицу Екатерининскую. Понятное дело, в честь Екатерины II. 16 апреля российский сенатор из аннексированного Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что планируют все-таки вернуть, как он сказал, дореволюционное название Екатерининская. Но тут стоит отметить, что это не единственное название, которое было у этой улицы до революции, уже используя терминологию Сергея Цекова, но об этом вы можете почитать на сайте Крым Реалии. Заявление Сергея Цекова прозвучало в рамках пресс-конференции под названием «Манифест Екатерины Великой 1783 года. Первая крымская весна». Давайте послушаем, что сказал крымский подконтрольный России политик. В 1783 году Екатерина II подписала манифест о принятии. Я замечу, что русская община Крыма, которая была создана в 1993 году, в 1996 году приняла решение о ежегодном праздновании Дня воссоединения Крыма с Россией. И мы праздновали этот день именно 19 апреля ежегодно, начиная с 1996 года. И я скажу, что да, тяжелая ситуация с возвращением дореволюционных названий. К сожалению, сопротивление иногда ощущаешь со стороны своих соратников, товарищей, которые идут рядом с тобой во многих других вопросах. Мне кажется, они просто не желают с этим делом связываться, почему-то они думают, что будет какой-то конфликт. Я уверен, что никакого конфликта не будет. Я думаю, что наше общество уже созрело, все-таки понимают роль Екатерины, в частности, понимают роль Потемкина. Она несоизмерима с ролью Карла Маркса в Крыму. Вот так сказал Сергей Цеков, но он все-таки предполагает, что удастся переименовать улицу до 19 апреля следующего года. Могу только предложить вам почитать подробнее материал на сайте Крым Реалии под названием «Люди против, власти за». Активисты о возвращении названия Екатерининской улицы в Симферополе. Наш коллега пообщался с симферопольцами и, в частности, жителями этой улицы о том, как они воспринимают такое предложение нынешних крымских властей. А к нам присоединяется в эфир украинский историк Богдан Короленко, главный специалист отдела анализа образования украинского государства Украинского института национальной памяти. Богдан, добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю начать как раз вот этого момента по поводу переименования улицы. Как вам такая идея? Как считаете, во-первых, почему решили взяться за переименование, да и не просто переименование какой-то улицы, а улицы Карла Маркса на Екатерининскую? И как считаете, почему так получилось, что крымчане не особо как-то и поддерживают эту идею? Я думаю, що тут варто ваше питання розділити на декілька питань, оскільки, якщо ми говоримо про Україну, то в Україні з 2015 року і до цього часу триває декомунізація. Всі вулиці, в тому числі на честь Карла Маркса, зрозуміло, що вони перейменовані. Зрозуміло, що буде перейменована вулиця Карла Маркса в Автономній Республіці Крим після її деокупації, яка обов'язково буде рано чи пізно, я думаю, що раніше, ніж пізніше. Тому
Тому вулиця Карла Маркса буде перейменована. Зрозуміло, що буде перейменована не на Єкатерининську. Тепер стосовно того, чому кримчани досить прохолодно ставляться до ідеї перейменування вулиці Карла Маркса, знову ж таки, це все наслідки радянської пропаганди. Тобто частина населення, коли ми зараз говоримо про окупований анексований Крим, частина населення, вона, власне, перебуває в полоні тієї радянської міфології, історичної міфології, зокрема, і щодо увічнення Карла Маркса, оскільки вулиці Карла Маркса були в більш-менш такому середньому чи великому селі, не кажучи вже про міста. Їх насправді дуже багато, сотні одиниць. І, власне, вони вже стали такою частиною якоїсь особистої історії для багатьох громадян. Вони вважають, що це їхня історія, що це, власне, Карл Маркс. Я більш ніж впевнений, ніхто не читав від них «Капітала» Карла Маркса. Він і не потрібен. Просто це наслідок такої тривалої, потужної радянської історичної пропаганди. Стосовно того, чому окупаційні власті вирішили перейменувати вулицю Карла Маркса на Єкатерининську, зрозуміло, тому що саме за Єкатерини II в 1783 році було анексовано Кримське ханство. Власне, якраз 19 квітня за новим стилем, за принципом 8 квітня 1783 року було, власне, проголошено відомий маніфест, який так називався досить хитро, о прийнятті полуострова Кримського, острова Тамана і всієї кубанської сторони під російською державою. Тобто навіть не говорилося про те, що існує формально незалежна держава Кримське ханство. Про це не говорилося. Просто перелік географічних назв і все. Тобто це говорить про ставлення імперії до тієї анексії, до того прийняття, як воно, власне, проходило по документам. Зрозуміло, що, власне, ця агресивна політика спрямована на вихід до Чорного моря, вона велася, власне, не лише про Єкатерині Великій, просто саме про Єкатерині, бачите, я вже говорю, власне, як ваші російські додзвонювачі. Власне, росіяни вважають її великою, в тому числі і за анексію приєднання Кримського ханства. От, власне, саме при Єкатерині II Російській імперії вдалося вийти до Чорного моря і, власне, захопити оцей Крим. Ми можемо тут говорити про ширший план, так званий грецький план, яким передбачалося, що, власне, це захоплення Криму, воно стане таким черговим одним з етапів, головних етапів на шляху до просування, власне, до європейських володінь тодішньої Османської імперії, відвоювання, власне, цих територій європейських і знищення Османської імперії і на її руїнах відбудови, власне, грецької держави. Так? Столиці в Константинополі, тут ми можемо говорити про те, що навіть і внук Єкатерини II був названий Константинополем саме не просто так, а, власне, такий символічний підтекст. Вона вважала, що він очолить цю державу, відновлену грецьку державу. Тому, власне, те, що хочуть, є ідея перейменувати вулицю Карла Маркса на Єкатерининську, вона зрозуміла. Власне, це ідеологія так званого возз'єднання Криму, з родної гавані з Росії, хоча насправді возз'єднання ніякого не було. Це було захоплення військовим шляхом. Російська імперія скористалася своєю перевагою, своєю перемогою в російсько-турецькій війні 1768-74 років, нав'язаним нею ж Російською імперією, Османській імперії, Кучук-Енерджийським мирним договором липня 1774 року, згідно якого Османська імперія відмовлялася від протекторату над Кримським ханством. Кримське ханство оголошувалося, зрозуміло, що формально незалежною державою, і вже потім, починаючи з 1774 року, власне, насаджуючи внутрішній розкол в кримсько-татарському суспільстві, в суспільстві Кримського ханства, Росія домоглася, власне, низки, можемо говорити навіть і громадянських заворушень, громадянської війни, в результаті якої вона зробила ставку на Шагін-Гірея,
останнього кримського хана. Я вас перебью, потому что об этом мы немножко уже говорили, а есть еще пару моментов, которые очень важно обсудить с вами. Насколько мне известно, вы автор научной работы по поводу непосредственно этих событий. И я вижу, что и в нашем чате под трансляцией на Ютубе, и в выступлениях нынешних подконтрольных России чиновников Крыма и пророссийских каналов, которые работают в Крыму, популярный тезис следующий, что вот это самое событие, да, этот манифест Екатерины, событий 19 апреля 1783 года доказывают, что Крым никакой не украинский. Вот мне очень интересно, что бы вы ответили людям, которые используют такой аргумент. Ну, це смішно, насправді, нічого він не доводить. Він доводить, що 1783 рік, от, власне, це дата події, пов'язані з завоюванням Російської імперії Кримського ханства. От і все. Тобто вона загарбала, власне, формально незалежну державу на той час, як і до цього, власне, приєднувала інші території. Тобто це, ну, звичайна закономірна логіка розвитку імперії. Тобто вона захопила Кримське ханство. Ну, тобто, ми ж розуміємо, що, власне, це була незалежна держава з, власне, суспільством, яке абсолютно відрізнялося від російського суспільства. Тобто, коли говорять про якусь там закономірність, про якесь там воссоєдінення, відновлення історичних прав і так далі, потрібно розуміти, що це все, власне, так звана приватизація історії. І, власне, території, приватизація історії, власне, що це все це ідеологія. Ну, от ми можемо згадати, наприклад, 2014 рік, коли було проведено так званий законний референдум в Автономній Республіці Крим. Потім 18 березня було укладено договір про прийняття там Автономної Республіки Крим як одного з суб'єктів Російської Федерації. Ми пам'ятаємо ту промову Путіна, який говорив, що от, власне, нарешті відбулося там воз'єднання, відновлення історичної справедливості. Насправді це понад 200, скільки там вже 30 років. Тому просто сталося завоювання чергової території Російської імперії. От і все. А все інше, власне, це просто підтасовування фактів під, власне, оцю теорію ісконно руськості Крима. Оскільки, ну, коли говорять, що Росія має найбільше прав, знову ж таки, це все ідеологія, це все вигадки, це все власне, постімперська політика Російської імперії, тепер уже Російської Федерації, яка не має нічого спільного, власне, з історією. Оскільки, знову ж таки, повторюсь, це було завоювання. Завоювання формально незалежної держави, якою станом на 1783 рік було Кримське ханство на чолі з Шахіном Єреєм. Те, що він став маріонеткою Російської імперії, це інша справа. Те, що він фактично своїми руками допоміг Російській імперії приєднати, загарбати Кримське ханство, це знову ж таки інша історія, але яка не має ніякого відношення і жодним чином не пояснює там якусь історичну спадкоємність, відновлення історичної справедливості. Це було завоювання. Просто зрозуміло, що після 2014 року Російська Федерація, власне, обстоює і розвиває оцей наратив ісконно руського Крима, що от спочатку в 1783 році так зване воз'єднання Криму з Росією, а потім уже повторне у 2014 році, коли, власне, Крим було забрано в України, оскільки, знову ж таки, за логікою Російської Федерації, за логікою цієї, власне, методології імперської, Крим був подарований в 1954 році Україні, ну, в лапках, зрозуміло, подарованный в Украине. И да, вынуждена вас перебить, потому что у нас заканчивается время эфира. Спасибо вам большое. Это был украинский историк Богдан Короленко. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии мы сегодня говорили о такой дате, как 19 апреля 1783 года, когда императрица Екатерина II подписала манифест о принятии Крыма в состав Российской империи. В 2018 году, уже в аннексированном Крыму и в России, появилась
официально такая дата, как день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Более того, этот день торжественно отмечают в Крыму. Рассказывали мы вам о том, как это выглядело в Симферополе сегодня. Я успеваю проанонсировать еще эфир моего коллеги Сергея Макрушина. Важный момент. Утром завтра с 8 утра будет Сергей Макрушин расспрашивать и рассказывать подробнее о том, как меняются правила пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью. Есть новации со стороны подконтрольных России властей Крыма. Поэтому присоединяйтесь в эфир «Радио Крым Реалии» 20 апреля с 8 часов утра. Я же, Елена Рябовская, с вами прощаюсь до завтра.